Дорогие ученики, я рада вас видеть на уроке математики. Математика, гимнастика ума. Итак, сядьте, пожалуйста, поудобнее, будьте внимательны. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Чем мы сегодня займемся на уроке? Действительно, нас ждет очень много заданий. Задания будут полезные, задания будут интересные. И, конечно же, друзья мои, мы их должны выполнять с точностью и укладываться во времени. Итак, вы готовы стараться? Замечательно. Итак, начинаем работать. Будем работать точно, качественно и с интересом. Итак, сядьте, пожалуйста, правильно. Мы с вами на уроке математики будем записывать свои мысли, будем считать, и для этого нам надо будет сидеть в удобной позе. Итак, я вижу своих учеников. Замечательно. Откройте, пожалуйста, тетрадь по математике. Запишем сегодняшнюю дату. Послушайте, пожалуйста, я вам помогу, продиктую. 6 апреля. Диктую. Ля. Точка. Переходим к следующему заданию. Это чистописание. Напоминаю вам правильное написание цифр. Сегодня это цифры от 1 до 6. Будьте внимательны. Запишите, пожалуйста, подряд 6 цифр. Затем, отступив одну клеточку, повторите написанное. Цифры пишите правильно. Желаю вам успеха. Начинайте выполнять задание. Особое внимание обратите на написание той цифры, которая дается с трудом. Достаточно. Обратите внимание на экран. Давайте вспомним компоненты математических действий. Перед вами 2 картинки. Это наши помощницы. Итак, действие сложения. Давайте вместе назовем компоненты действия сложения. Слагаемое, сумма. Повторим еще раз. Слагаемое, сумма. Действие вычитания. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Повторим вместе еще один раз. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Эти картинки-помощницы будут перед вами и помогут нам сейчас выполнить с вами следующее задание. Это математический диктант. Отступите, пожалуйста, одну свободную клетку вниз от первой цифры нашего с вами чистописания. Определите место, где вы будете писать. Итак, внимание, правила математического диктанта. Я буду читать задание, а вы, пожалуйста, записывайте к себе в тетрадочку только ответ. Отступив одну клетку вправо, ответ второго задания и так далее. Итак, приступим. Будьте, пожалуйста, внимательны, считайте быстро, не ошибайтесь. Первое слагаемое 1, второе слагаемое 1. Найдите сумму. Переходим к следующему заданию. Отступите одну клеточку вправо. Уменьшаемое 9, вычитаемое 1. Чему равна разность? Третье задание. Первое слагаемое 2, второе слагаемое такое же. Чему равна сумма? Переходим к следующему заданию. Из самого большого
однозначного числа вычесть 3. Следующее задание, пожалуйста. Уменьшаемое 5, вычитаемое 1, чему равна разность? Мы завершили с вами математический диктант. Посмотрите, пожалуйста, на свою работу, оцените ее. Аккуратно ли у вас записаны ответы? Все ли правильно? Друзья мои, у вас получился ряд чисел первого десятка. Все числа должны быть четные. Я вам предлагаю следующее очень интересное задание. Вы видите на экране 2 столбика примеров. Первый столбик примеров – это примеры повышенного уровня сложности. Второй столбик примеров – это самые знакомые вам примеры из учебника математики. Я предлагаю вам самостоятельно определить, какой из предложенных столбиков вы хотите решить. Записать эти столбики к себе в тетрадочку и, конечно же, безошибочно посчитать. Итак, внимание! Повторяю задание. Выбрать столбик с удобным для вас уровнем сложности примеров, записать их красиво к себе в тетрадь и безошибочно посчитать. Работайте, пожалуйста, будьте внимательны. Для оформления в тетради выбранный столбик вы можете разбить на 2 столбика и правильно записать к себе в тетрадь. Старайтесь не отвлекаться и не делать исправлений. Думаю, что некоторые уже завершают. И начнем мы проверку ваших вычислений со 2 столбика. Итак, друзья мои, 10 плюс 5 – 15, 10 плюс 4 – 14, 10 плюс 3 – 13, 10 плюс 7 – 17, 10 плюс 9 – 19, 10 плюс 8 – 18. Я думаю, здесь не возникло сложностей. Переходим к вычислению примеров первого столбика. 8 плюс 2 – 10, 10 минус 3 – 7. 5 плюс 2 – 7, 7 минус 7 – 0. 3 минус 1 – 2, 2 плюс 8 – 10. 4 плюс 6 – 10, минус 7 – получаю 3. 6 минус 3 – 3, 3 плюс 4 – 7. 8 минус 7 – 1, к 1 прибавить 6 – получается 7. Итак, проверьте, все ли у вас правильно. Если вы не допустили ни одной ошибки, вы молодцы. Итак, переходим к следующему заданию. Следующее задание – знакомая вам текстовая задача. Напоминаю вам, что задача состоит из частей. Условие, вопрос. Друзья, я помогу вам и прочитаю условия задачи. На одной тарелке 4 пряника, а на другой тарелке на 1 пряник больше. Сколько пряников на 2 тарелках? Так звучит вопрос этой задачи. Уверена, что задача вам понятна. Приступаем к ее решению. Для того, чтобы записать решение к себе в тетрадь, нам надо указать, что мы решаем задачу. Итак, записываем слово «задача». Условия задачи можно записать или краткой записью, или при помощи схемы. Постарайтесь, пожалуйста, выполнить эту работу самостоятельно. Я прочту задачу еще 1 раз. На одной тарелке 4 пряника,
а на второй тарелке на 1 пряник больше. Сколько пряников лежит на 2 тарелках? В краткой записи вы обозначили, что речь идет о первой и второй тарелке. Давайте проверим, что сказано про количество пряников на первой тарелке. Их 4. Что сказано о пряниках на второй тарелке? Действительно, неизвестно, но мы знаем, что на 1 пряник больше. Повторяю вопрос задачи. Сколько пряников на 2 тарелках? Скажите, пожалуйста, можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? Конечно, нет. Мы не знаем количество пряников на второй тарелке. Можем ли мы найти? Конечно. Ведь нам сказано в условии, что на 1 пряник больше. Сначала мы с вами найдем количество пряников на второй тарелке, а затем найдем, сколько всего пряников на 2 тарелках. Думаю, что вы успешно справитесь с заданием. Итак, записывайте решение. Обратите внимание на следующий слайд. Он поможет вам проверить правильность вашего решения. Итак, задача в 2 действиях. В первом действии мы нашли, сколько пряников лежит на второй тарелке. 4 плюс 1 равно 5. Обратите внимание на правильное сокращение слова и на комментарии к выполненному действию. Во втором действии мы можем найти количество пряников на 2 тарелках. Для этого количество пряников на первой тарелке прибавим количество пряников на второй тарелке. 4 плюс 5 равно 9 пряников. Мы с вами решили задачу. Необходимо записать ответ. Я помогу вам это сделать. Ответ: 9 пряников на 2 тарелках. Будьте, пожалуйста, внимательны. Не допускайте ошибок. Я надеюсь, вы успешно справились с заданием. И перед вами следующее задание. Это задача. Друзья мои, давайте вместе прочтем условия и вопрос задачи. Одна головка сыра весит 8 килограммов, а другая на 3 килограмма меньше. Сколько килограммов весят обе головки сыра? Итак, внимание, задание. Попробуйте, пожалуйста, решить эту задачу, не выполняя краткой записи, не обозначая данные задачи на схеме. Итак, мы сразу переходим к решению. Подумайте, пожалуйста, эта задача в одном действии или в 2? Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? Почему? Известно ли вам, сколько весит вторая головка сыра? Достаточно ли данных в условии задачи, чтобы найти, сколько весит вторая головка сыра? Думаю, вы справитесь. Запишите, пожалуйста, решение задачи, и через пару минут мы проверим ваше решение. Конечно, каждый из вас уже определился, что это задача в 2 действиях. Итак, внимание на экран. Проверьте, пожалуйста, так ли вы рассуждали, верно ли вы нашли, сколько весят 2 головки сыра. Давайте я помогу вам проверить и озвучу ход решения. В первом действии нахожу, сколько весит вторая головка сыра. 8 минус 3 равно 5 килограммов. Первая головка сыра весит 8 килограммов, вторая 5 килограммов. Следовательно, ищем сумму.
8 плюс 5 равно 13 килограммов. Весят обе головки сыра. Задача решена. Тот, кто справился сам, похвалите себя обязательно. Вы большие молодцы. Записываем ответ задачи. Будьте внимательны. Ну что ж, я думаю, вы довольны собой, замечательно решали задачи, и на все мои вопросы у вас находились ответы. Великолепно. Ну а теперь я вам предлагаю небольшую математическую загадку. Это задачки, которые требуют от вас смекалки, находчивости и быстроты. Итак, внимательно положите, пожалуйста, ручки, сядьте удобно. Задачи, которые требуют, еще раз повторяю, внимания и скорости. Итак, мотоциклист ехал из города в поселок. По дороге он встретил 3 легковые машины и грузовик. Какой транспорт ехал в поселок? Прочту задачу еще раз. Мотоциклист ехал из города в поселок. Навстречу по дороге 3 легковые машины и грузовик. Какой транспорт ехал в поселок? Конечно же, тот, кто был внимателен, знает ответ. Это был только мотоциклист, потому что все остальные транспортные средства, которые попались ему навстречу, двигались в город. Переходим к задачке номер 2. В одной семье 2 отца и 2 сына. Сколько это человек? Сразу хочу сказать, что ответ 4 неверен. Наверняка вы уже догадались, что ваш дедушка – отец вашего отца. Ну, после моей подсказки теперь все уже догадались, что это 3 человека. Вам нравятся такие задачки? Переходим к следующей. В семье 5 сыновей, и у каждого есть сестра. Сколько детей в этой семье? Если вам хочется порисовать, сделать какие-то отметки, воспользуйтесь, пожалуйста, листком бумаги. Не торопитесь, потому что ответ 10 неверен. Итак, у каждого из братьев есть сестра. Это единственная сестра среди этих братьев, следовательно, детей в семье 6. Тот, кто правильный ответ готов был дать, похвалите себя, вы молодцы. Переходим к последней и, наверное, самой сложной задачке. Итак, внимательно. Блокнот с обложкой стоит 11 рублей. Сам блокнот на 9 рублей дороже обложки. Сколько стоят блокнот и обложка в отдельности? Итак, представьте себе, что вы покупатель. Читаю задачу еще раз. Блокнот с обложкой стоит 11 рублей. Сам блокнот на 9 рублей дороже обложки. Внимание, вопрос. Сколько стоят блокнот и обложка в отдельности? Как хочется дать вам подсказку, но я подожду. Уложиться вы должны в 11 рублей, покупая и блокнот, и обложку. Ну что ж, друзья, правильный ответ. Блокнот стоит 10 рублей, а обложка 1 рубль. В сумме это составит 11 рублей. А как же мы нашли, что блокнот стоит 10 рублей? На 9 рублей он дороже, чем наша с вами обложка. 1 рубль плюс 9 рублей будет 10 рублей. Тем, кому понравились такие задачки, вы молодцы. Мне очень нравится, когда ребята проявляют свои самые лучшие математические способности, бывают внимательны и очень-очень старательны. Итак, друзья мои,
Наш с вами урок математики сегодня подходит к концу. Математика таит в себе очень много тайн. Математика, сказал великий, ум в порядок приводит. Сегодня мы с вами замечательно потрудились. Я думаю, что у вас все получилось. Любить математику очень важно. Итак, друзья мои, если вы запомнили эти задачки на смекалку и на внимательность, вы можете провести такой блиц-турнир с вашими родителями. Думаю, что им тоже будет интересно. Итак, друзья, сейчас вы аккуратно откладываете в сторону тетрадь по математике и свою ручку, и вас ждет 10-минутная переменка. Проведите ее с пользой, и я жду вас на уроке окружающего мира. Поверьте, вам будет интересно.